На смену угольной отрасли приходят новые перспективные предприятия. В Инте готовится к открытию завод карбидов и ферросплавов, один из первых резидентов арктической зоны в Республике Коми. Предприятие планирует стать одним из крупнейших промышленных производств, которое будет выпускать востребованную продукцию для химической и металлургической отраслей. В округе уже появились новые рабочие места. На данный момент трудоустроено 80 интинцев. К моменту полной реализации проекта и запуску производства руководство завода намерено расширить штат сотрудников. Предприятие ведет свою деятельность на базе бывшей котельной в районе микрорайона Южный. Сейчас здесь активно идет подготовка цехов под установку необходимого производственного оборудования и обустройство подсобных помещений. Прежде чем монтировать оборудование, нужно закончить работу, связанную с наведением чистоты в помещении. Металлические конструкции, которые находятся под потолком, они все загрязнены сажей, копотью, да, их нужно очистить, чтобы уже монтировать оборудование в чистом цеху. Нам на приведение порядка нужно где-то еще пару месяцев. Часть технологического оборудования уже поступила на завод. Сейчас оно хранится на уличной территории предприятия. Это корпус печи, он состоит вот из таких полукруглых вещей, сделано специально, чтобы можно было в контейнер ставить. Это вот одни секции, другие, вон третьи, вон верхний свод печи. Вот это сама основная часть. Вон самая дорогостоящая часть — это печной трансформатор, который один стоит 19 миллионов. Вот, только эта штука стоит столько денег. А это часть технологического оборудования. Шихта, когда готовится, она засыпается в кюбель, поднимается наверх, и в печной бункер, там есть система разгрузки, когда кюбель ставится, он раскрывается, и уже в печной бункер из кюбелей высыпается шихта. Ну вот это часть технологического оборудования, которое вот мы завезли вот в этом году. Генеральный директор завода Олег Константинов продемонстрировал мэру города, какие изменения произошли. Владимиру Киселеву показали будущий первый цех, рассказали о ближайших планах. Почти на всех этажах бывшей котельной идут ремонтные и строительные работы. Помещения подготавливаются для использования. Сегодня с визитом в Инте руководитель завода. Он приезжает буквально каждые 2 недели. Всегда мы встречаемся, всегда обсуждаем. И если есть какие-то вопросы, конечно же, мы всегда помогаем. При необходимости подключаем республику. Республика тоже помогает, всегда выслушивает, и если надо, подключается. На сегодня мы видим, что объем работ проделан колоссальный, хотя есть свои трудности. Это и погодные условия, холод, отопление. Там, где они собираются ставить печь, в том цеху отопления нет, поэтому они обогреваются своим способом, делают какие-то печи. И еще раз скажу, что объем сделан колоссальный. Мы видим, что работа идет, уже сделан постамент под первую печь, и я думаю, что в скором времени печь уже установят. Оборудование уже, часть пришла, часть еще придет, поэтому работа движется. Люди работают, порядка 78 человек, все интинцы, поэтому меня это радует. У нас под первую очередь демонтировано оборудование котельное, подготовлены площадки для монтажа печей, приведены в порядок зоны, где наши сотрудники могут переодеться, привести себя в порядок, помыться, принять пищу. Мы подготовили технологическое оборудование, это печи, это трансформаторы, это транспортеры. Часть оборудования, вы видите за моей спиной, она уже сюда завезена, а остальное готовится к отправке. Это уже в следующем году будем отправлять. Планируется, что первые 3 года завод будет выпускать по 9 тысяч тонн карбида кальция в год, а в дальнейшем нарастит мощности. Потребителями продукции станут ацетиленовые станции и металлургические предприятия. Продукция наша называется карбид кальция. Наш завод называется завод карбидов и ферросплавов. Наша продукция, сырьем для нашей продукции является уголь и известняк. Ну и если электроэнергию можно назвать сырьем, то тоже электроэнергия сырье. Это все инертные и безопасные продукты. И карбид кальция производится методом сплавления угля и известняка. На заводе сейчас трудятся только местные специалисты. Интинцы трудоустраиваются на предприятии в приоритетном порядке. Позже, когда начнется непосредственное производство, будет произведен дополнительный набор сотрудников. На данный момент в нашем предприятии работают 78 человек. Мы стараемся подбирать квалифицированных
специалистов, нам нужны и строители, и монтажники, и сварщики. Мы набираем людей по необходимости, и всех желающих, и при необходимости мы рассматриваем их кандидатуры. Вообще на заводе будет больше, чем 78 человек, но на первую очередь именно в технологическом процессе будут участвовать около 30 человек, а остальные люди будут заниматься продолжением строительных и демонтажных работ. То есть, ближе к лету мы, наверное, возьмем на работу еще человек 20-30. То есть часть существующих людей перейдут на производство, и новых возьмем, чтобы те, которые производят строительные и демонтажные работы, продолжали дальше свою работу. У нас по подготовке помещения только 1/3 помещения подготовлена под производство, остальное еще пока находится под демонтажом. Предполагается, что Интинский завод карбидов и ферросплавов станет одним из крупнейших промышленных предприятий, который будет выпускать востребованную на российском рынке продукцию для строительной, нефтехимической и металлургической отраслей.